Охотники Коми с начала года добыли уже 57 волков. Это больше, чем годом ранее. В лидерах Усть-Цельма, Усть-Кулом и Удра. Отметив в прошлом году интересы охотника к серым хищникам, подогревала региональная выплата за каждую особь. Выплату в 20 тысяч рублей получили 193 жителя региона. Виктория Палкина о том, как в этом году стимулируют охотников. Годовалого алабая прозвали малышом. От серых хищников на ночь любимца семьи прячут в доме. Переживает жительница Сыктывдинского Градера Оксана Луговец из-за своих коз. Вспомнила еще дедушкины способы, как отвадить волков от хозяйства. Для того, чтобы они к нам не приходили, мы развесили красные флажки вот по периметру козовника. Начиталась я книжек, как раньше было тогда, загоняли волков. Думаю, ну хоть это пока на первое время. А потом волки были на соседней улице, собаку сняли с цепи, и там в конце деревни тоже собаку сняли. В другой части Сыктывдинского района с опасением ждут прихода весны. Традиционно в марте таежные визитеры появляются в селе Палевицы. Да и этой зимой волки несколько раз попадались местным жителям. Местные жители позвонили, что наблюдали прямо под окнами несколько волков. Вот. Мы начали работу, позвонили в охотхозяйство, нашли охотников местных, у которых есть лицензия на волков, созвонились с ними. И вот буквально через 2-3 дня они нам сообщили, что один волк попался в капкан и одного было подстрелено. Всегда на связи с охотниками и власти Усть-Кулома. Сегодня здесь работает бригада из 10 охотников. Масштабную кампанию по отлову серых хищников в районе хотели запустить еще в конце прошлого года. Ждали снега. Высота снежного покрова увеличилась. Это дало возможность активно использовать уже дополнительные ловушки, которые наши охотники применяют. И эффект есть. У нас только за последние 7 дней в районе Усть-Кулома 3 волка было отловлено. 1 в районе села Носим, 2 в самом Усть-Куломе. Причем это все непосредственно рядом с населенными пунктами. Но в то же время мы видим, количество волков у нас увеличилось по сравнению с тем, что было в октябре и ноябре. Поэтому сегодня усилия нужно просто нам еще удваивать, утраивать. Сегодня в Усть-Куломе ввели свою дополнительную систему поощрения за пойманного волка. Плюс 10 тысяч рублей к республиканской выплате в 20 тысяч. И все же сами охотники говорят о том, что такие премии нужно увеличивать. Власти муниципалитета готовы поддержать инициативу охотников и выйти с этим предложением на правительство региона. Виктория Палкина, Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган.